Будущие резиденты строящегося ТОРа «Кангалас» разработали уникальные виды сорбентов. Всего 10 разных сертифицированных видов. Каждая из них справляется с разливом нефти в считанные секунды. Особенность еще и в том, что сорбенты получены из отходов сельского хозяйства и лесопромышленности. Наш корреспондент Розалия Борисова побывала в лаборатории резидентов и расскажет подробнее о том, как выстроен процесс и каковы главные преимущества данной разработки. Добавляем нефть. Миску пес. Так вот. Вот резиновую крошку, пожалуйста. Вот видите, то же самое. Сразу же на глазах забирает себе. Вот и все. Ну это вот буквально вот в течение нескольких секунд, да? И точно таким же образом вот она все превращается в этот шар, который в принципе можно вот так вот снять. Да? Новый инновационный сорбент из резины за несколько секунд восстанавливает исходный химический состав воды. В результате отходный материал можно использовать и при строительстве дорожной инфраструктуры. Благодаря резине асфальт становится намного эластичнее, и вероятность появления трещин сводится к минимуму. В соседней комнате производится другой сорбент. Стоимость сырья инновационного продукта равняется нулю. Его достают из соседнего магазина. Из картонных, обычных картонных коробок. То, что есть в магазинах или где-то еще у нас, допустим, в торговых точках, которые выкидывают, допустим. Вот, пожалуйста. Не полениться, собрать, измельчить. Чтобы мешок, ну, в зависимости коробки, как вам сказать, ну, коробок 5-6 может быть. Вот таких небольших, 50 на 50 примерно, допустим. 5-6, она же, получается, вата вспученная. Вот, пожалуйста. Здесь все сырье – это только отходы пищевые, сельского хозяйства, добычи минерального сырья. Всего 10 разных видов. Себестоимость каждого почти нулевая, зато эффективность стопроцентная. Экономия налицо. Компаниям необходимо позаботиться лишь о доставке продукта. Но пока местные нефтебазы доставляют сорбент из других регионов. Вообще нефтебаза – это опасный производственный объект, на котором существует вероятность аварийных розливов нефти и нефтепродуктов. В этих случаях применяется сорбент для сорбирования углеводородных веществ. На нефтебазе это порядка 200-300 килограмм. У нас аварийный запас. Это не только сорбент, но и вообще разные материалы. Это поддержание аварийного запаса, то есть при условиях ликвидации ЧС и прочего, что-то когда расходуется, потом вновь поступает и закупается централизованно. Применяют компании чаще всего сорбент из опилок. Он экологически чистый, но после ликвидации разлива в утилизацию уходит и плодородный слой земли. В результате разрушается экология. Почва на том месте восстанавливается только через 50 лет. И наши разработки, они призваны сократить эти сроки до 1-3 лет при помощи биологической деструкции. То есть мы активируем почвенную микрофлору, даем ей возможность самой переработать эти нефтеотходы. Таким образом, криолитозона остается целой, а заботу компании убавляется. Убирать сорбент нет необходимости. Сейчас работники направлены на изготовление суперлегких и эффективных сорбентов. Один из новейших разработок в форме таблетки. Его хватает на 100 литров воды. Бактерии, да, сами углеводородокисляющие, они живут в почве либо в водоеме загрязненном до тех пор, пока там существует для них продукт питания. Они в качестве своего основного источника питания используют углеводороды нефти. Вот. И до тех пор, пока нефть есть, они живут. По мере утилизации, да, по мере утилизации нефти они погибают. В результате нефть, она сама перерабатывается этими бактериями до воды и углекислого газа, и остается микробиологический белок, то, что от бактерий остался. Он совершенно безвредный, и его употребляет уже сапрофитная микрофлора, которая постоянно живет и находится в почве либо в водоеме. И рыбы, и бактерии, это все употребляется именно вот, как бы организмами, которые находятся в почвах. Пока уникальные сорбенты не выпускаются в промышленных масштабах, не хватает соответствующей площади. Организация работает в большей степени
помещение как лаборатория. Но с вводом первой очереди заводов Торкангаласы производство начнется в полном объеме. На сегодняшний момент на площадке Капитоновка уже начались работы, то есть по вертикальной планировке, по ограждению, по подведению линии электропередач и подведению газа. А так у нас все работы запланированы, строительство самих заводов в следующем году. И как вот озвучивалось на совещании, к ноябрю 2016 года, первый этап, в первую очередь, территория опережающего развития должна быть закончена. У якутских сорбентов 2 конкурента по России, но вместе с тем целый список преимуществ. Во-первых, дешевая себестоимость, во-вторых, легкая транспортировка и, самое главное, местный продукт ориентирован на условия сурового климата Арктики. Розалия Борисова, Андрей Секретов, Якутия. День за днем.